Заглянуть в насыщенный и любопытный мир студентов всего на один день. Каждый факультет заманивает абитуриентов интересной программой. Вот, например, будущие филологи, переодевшись в персонажей из вселенной Алиса в стране чудес, приглашают попить чаю и попрактиковать свой английский. What about you? Do you like singing? What do you know about me? I like coffee. I like coffee. Чаще всего поступающие рвутся стать медиками и юристами, поэтому большинство абитуриентов находятся в соседних корпусах. В день открытых дверей им показывают интересные моменты из будущей профессии, как проводят финансовые операции, проходят судебные разбирательства или следственные действия. Так старшеклассники знакомятся с вузом и определяются со специальностью. Я решила для себя, что поступлю в юридический факультет. Мне кажется, именно это и является моим призванием. Сегодня я поговорила со студентами, мне стала еще более интересна моя специальность. Я очень благодарна, что сегодня нас пригласили в университет. У меня корпус великолепный, очень красивый. Прям много свободного места, много кабинетов и много удобств. Например, тот же самый аудиторий, где проходят лекции, там стоит микрофон, и преподавателю не надо напрягаться, кричать и так далее. Некоторым важно наличие не только технической базы вуза, но и информация о том, что университет выпускает грамотных специалистов. Так, первокурсники представляют свои готовые продукты. Акромат обучается по специальности «Цифровая экономика». За полгода обучения парню удалось создать свое мобильное приложение с уроками кибербезопасности. Изначально готовился поступать за границу, не в Республику Ингушетия, потому что был такой стереотип, что тут слабое образование. Но спустя полгода обучения в ИНГУ я понял, что есть очень тоже требовательные учителя, и просто там сидеть на парах, ничего не делая, не получится. Последние 2 года из-за ковида о таких мероприятиях, как День открытых дверей, пришлось позабыть. Но теперь абитуриенты вновь могут своими глазами увидеть, где и в каких условиях им предстоит учиться, а еще задать вопросы. Многим, например, непонятны названия разных специальностей, чем они отличаются или даже какие документы нужны, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Поэтому студенты сегодня в роли наставников. Для нас это всегда интересно смотреть на будущих абитуриентов, рассказывать им интересные события, которые происходят в нашем университете, рассказывать изюминки нашей профессии, и чтобы им было в дальнейшем интересно поступить на наш факультет. ИНГУ не стоит на месте. Вуз постоянно развивается, открывает перспективные направления и сотрудничает с другими вузами. Так, в этом году в университете будет реализовываться сетевая форма обучения. Подписано соглашение с Московским физико-техническим институтом. Из тех, кто поступит на информационные системы технологий в этом году, будет сформирована группа, которую параллельно будут учить и преподаватели МФТИ. В режиме онлайн будут проходить занятия. На производственные учебные практики студенты будут выезжать в МФТИ, и к диплому будет прилагаться сертификат Московского физико-технического института. 26 направлений и 44 профиля. Студенческие годы – это не только профессиональные знания и навыки. Это дебаты, проекты, спортивные и творческие мероприятия. Жить ярко и активно так, как делают нынешние студенты вуза. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.